За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта к административной ответственности отныне будут привлекаться не водители автобусов, а сами пассажиры без масок. Городские власти в Якутске должны внести предложение, каким образом можно это реализовать в жизнь. Что про все это думают две стороны – водители и пассажиры. Репортаж Дмитрия Тымырова. Новый порядок контроля указа главы региона по соблюдению масочного режима в общественном транспорте ужесточается. Так, за отсутствие маски у пассажира рейс могут снять с маршрута. В этом случае спасательным кругом для водителя может стать наличие информационного листа о недопущении и отказе перевозки пассажиров без маски. Водитель обязан проинформировать, то есть разместить информацию, то, что граждане у нас в автобус осуществляется вход только в масках, то, конечно, в этих отношениях уже будут привлекаться сами граждане административному воздействию. В случае, если информационного оповещения в автобусе не будет, водители снимают с рейса, а всех пассажиров высаживают из автобуса, и они должны будут пересесть либо на другой маршрут, либо дожидаться дежурного транспорта. Люди, во-первых, заходят в заднюю дверь. Мне надо контролировать на дороге ситуацию. Во-первых, сейчас скользко. Я же не вижу там, он зашел в маску, не зашел в маске, может, он снял по пути. Придет представитель закона, посмотрит, он без маски. Меня, как говорится, сразу к ответственности привлекут. Зачем мне это надо? Я сразу машину поставлю, все, пойду домой. Зачем мне штрафы такие платить? Народ не приучен еще к этому, чтобы постоянно в масках ходить. Многие забывают. Перчатки зимой, какие могут быть перчатки и какие могут быть маски. Вот вы человек в очках, это хорошо, я тоже их ношу, но я ношу в определенное время их, например, телевизор смотреть. А люди, которые ходят, я уже столько посмотрела, как они, извините, мучаются с этим, запотевают стекла. Нельзя этого делать, абсолютно. Но выйти в зиму, как бы стоять на остановке и ждать, когда там кто-то приедет следующий, не знаю. Это не очень устраивает, конечно, если меня выгонят с автобуса. А вдруг я его просто забыла нечаянно. Может быть, тогда бы кто-то предоставлял эти маски, если вдруг их нет. Вопрос о продаже маски прямо в салоне автобуса, конечно, мог бы облегчить ситуацию. Однако все не так просто. Ну, есть там несколько у нас вариантов, так скажем. Я не знаю, либо так же, как вот в некоторых магазинах делают, маски продавать, если человек не заходит. Но опять-таки торговать нельзя. Это уже другой вид деятельности, так скажем. Во-вторых, можно попросить водителя, но опять-таки это нарушение и влечет очень за собой нехорошие, так скажем, последствия. Если водитель может не трогаться с остановки, пока не наденут все маски. Опять это прецеденты, опять это наши бедные водители, на них будут шквал всяких разных, так скажем, сваливаться от наших пассажиров. Единственным выходом из ситуации станет повышение ответственности горожан и обязательное ношение масок во время поездки в общественном транспорте. Это в первую очередь забота не только о здоровье рядом сидящих пассажиров, но и о собственном здоровье. Коронавирус прочно вошел в нашу повседневную жизнь, и каждому из нас необходимо приучиться носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, в том числе и в автобусах. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.